Мы решили все-таки купить лошадь, едем в Черкесск за хорошей лошадью. Попросил, чтобы мне помог Зубайру, Шамиль и Усама. А вот сейчас он расскажет про этих жеребцов что-нибудь. Карачай, остальное все так, животное на 4 ногах. По поводу карачаевской породы, ее происхождения, существования и превосходства мы с Усамой спорили всю поездку. И, честно говоря, вопрос так и остался открытым. Ну да ладно. Мы хотим купить лошадь, а может даже лошадей. Впереди дорога, с нами хорошее настроение, душевная компания и вкусный кофе. Старшим по кофейне назначен. Это мероприятие, вот данного мероприятия. Сними нормальное видео. Здесь не просто варится кофе, здесь на самом деле еще и тепло, здесь греемся. Мы будем в Карачаево-Черкесии под утро, и у нас список фермеров и заводчиков лошадей, которые ждут нас. Я сам вас, братья. Особенные надежды на одного из них, и его Шамиль уже предупредил о том, что мы едем. Интересно, он предупрежден, что мы будем уставшие и голодные? У нас есть свой шот-лист, из которого мы будем выбирать лошадку. И, в общем, первая лошадка в этом поселке. Если она нас устроит, то мы, возможно, остановимся на ней. Если нет, то посмотрим пару-тройку других. В общем, выбор лошадки – дело непростое. А когда в машине еще 3 спеца... Никогда не думал, что в выборе жеребца столько нюансов. И уже боюсь, что поездка будет нудной. Ноги здоровые, шея хорошая, вид хороший. Но меня интересует ход. Еще с дотошностью Шамиля. Зато можно вдоволь поспорить с Усамой. Карачаевская порода. Есть, говорю, карачаевская Нету. порода. По-любому карачаевские лошади самые лучшие в мире. Спроси у любого балкарца, у кого они брали. Сейчас балкарцы покупают. Следующий жеребец мне очень приглянулся. Попутчиков немного смущал возраст коня. По лошадиным меркам этот жеребец наш ровесник. А вы знали, что 8 лет для лошади это уже зрелый возраст? Делаем пометку в списке, раз он мне понравился, и едем смотреть следующую лошадку. Очередная ферма, и здесь нам рекомендовали шикарную лошадь. Сейчас будем смотреть шикарную лошадь. Заводчики лошадей могут говорить непонятными цифрами. 161, 9, 400, 230. Я пока их не понимаю и скажу просто. Лошадь была красивая, высокая и темная. Но нам не подошла. Мы поехали смотреть очередного скакуна. Кажется, английского. Ну, еще один. Че ты, попрошайка? Ты попрошайка? Остаток дня прошел очень просто. Лошади, кони, жеребец, лошадь. А я кушать хочу. И спина болит от непривычки в седле. А Усама не сдается со своей карачаевой. У балкарцев была своя порода, балкарская порода. Это кабардинцы любят говорить, там нету карачаевской породы, нету это, нету то. Вот кабардинского у балкарцев была. Не была. Карачаевская порода, это карачаевская порода, это горная лошадь, понимаешь? Когда мы доехали до Мурада, было уже послеобеденное время. У хорошего хозяина порог дома, взгляд и конь чистый. Вот это точно про Мурада. Собственно, неудивительно, что логическим завершением поездки было приобретение скакуна у Мурада. Мне кажется, я рад больше, чем Шамиль. Я хочу спать.